Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев вместе с Юнусбеком Евкуровым посетили завод по производству алюминиевых профилей, который располагается на промышленно-инвестиционной площадке в сельском поселении Али-Юрт. Почетные гости побывали практически на каждом этапе производства. Офисные перегородки, фасадная система, алюминиевый профиль под мебель и окна – это далеко не полный список продукции, который выпускает завод. Производственная мощность завода – 300 тонн профилей в месяц. В смену же здесь производят до 6 тонн готовой продукции. Стоимость предприятия больше 400 миллионов. На заводе планируется трудоустроить до 150 рабочих. И это не считая Назрановского предприятия, где задействованы 80 человек. Здесь выпускают свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. Объект построен по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа. В завершении экскурсии министр России по делам Северного Кавказа поинтересовался у руководства завода о том, какие условия труда созданы для рабочих. Там где-то 70 человек. Люди как приезжают сюда? Автобусами? Нет, у нас газели наняли. Потому что надо днем и ночью приезжать. Конечно, здесь надо 8 утра, потом 8 вечера, отложить надо. Но сейчас график не изменили. Ну а далее все вместе направились к башне Согласия, которая по праву носит имя самого высокого этнографического музея в России. На первом этаже 100-метрового музея построены еще 3 башни, 1 боевая, 2 жилые. Размерами они не отличаются от своих аналогов, возведенных нашими предками в горах Ингушетии. Ранее наш регион подал заявку на включение этнографического музея в Книгу рекордов Гиннесса, так как достопримечательность является самым высоким музеем в России, находящимся на высоте 100 метров. Для почетных гостей провели небольшую экскурсию. В этой комнате находились разные мебель, там должна была находиться печка и так далее. И когда гость приходил, до него готовились ракового роза, там, знаете, пища и так далее и тому подобное. И даже когда кровник или же враг там приходил в качестве гостя, он мог там находиться в течение 3 в этой комнате, скажем так. Знаете, 3 дня, 3 ночи. Да. Ну потом, когда выходил за порог, можно было уже принимать за пределы села. За пределы села только, да. Закон гостеприимства нельзя было нарушать ни в коем случае.